Доброе утро! С вами ЦУР Башкортостана. Сегодня 16 октября 2021 года. Если вы смотрите это видео, если вы нас смотрите в прямом эфире или смотрите запись стрима, то значит вы сегодня узнаете что-то полезное. Сегодня у нас в гостях руководитель ГКУ Республики Башкортостан, безопасный регион Мухамедьянов Рафиз Гиниятович. Очень приятно. Доброе утро. Доброе утро. Да, сегодня мы проговорим о системе 112, но сначала, Рафиз Геннадьевич, предлагаю проговорить оперативную обстановку в нашей республике за минувшие сутки. Что произошло у нас? За прошедшие сутки в Республике Башкортостан чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. За прошедшие сутки, по оперативным данным, в Республике произошло 37 техногенных пожаров, в результате которых, к сожалению, погиб один человек. Пожар произошел в Янаульском районе, в городе Янаул. Сгорела нежилая хозяйственная постройка. Очень жаль. В ходе разбора завалов обнаружено тело мужского пола. Кроме этого, у нас произошло такое смертельное ДТП в Тутулинском районе. Там в результате наезда легкового автомобиля «Рено» он столкнулся с лосем, и погибли 2 человека, и, к сожалению, лось тоже пал на дороге. Ужасные новости у нас сегодня, конечно, с утра. Рафиз Гиниятович, тогда, возможно, что делать, куда звонить, когда мы сталкиваемся с такими чрезвычайными, можно сказать, ситуациями? Что нужно звонить? Куда звонить? Дорогие жители и гости республики, если у вас что-то случилось, надо звонить по номеру 112. Это единый номер по всей России вызова экстренных оперативных служб. Кроме этого, он также действует на территории Евросоюза. Поэтому будьте добры, запомните этот номер и обращайтесь сюда по нему, когда у вас что-то случилось. И вам всегда придут на помощь. Да. А по каким поводам можно звонить? То есть не по всем, не по любым поводам же можно звонить, правильно? За прошедшие сутки в систему 112 поступило 6280 звонков. 6000? Да, за сутки? За сутки, да. Ага. И это очень большая нагрузка для диспетчеров. Они работают практически круглосуточно, принимают звонки, обращения. И мы фиксируем, что за последнее время выросло количество обращений за медицинской помощью скорой. Так, за последнее время это за какое Да, время? например, летом, если число обращений составляло где-то 1000-1200 звонков в сутки, это порядка 30%, то сейчас число обращений уже приблизилось и в выходные дни превышает 2000. Так, мы здесь видим статистику графике, за месяц, правильно? А с чем связано, как считаете? Значит, это связано с распространением пандемии COVID-19 и ростом сезонных заболеваний. Так. Да, и поэтому количество обращений по скорой медицинской помощи выросло. Рафиз Гиниятович, а можно ли звонить на 112, 112 по вопросам коронавирусной инфекции? Нужно ли, вернее, стоит ли? Значит, конечно, нам люди звонят, потому что телефон 112 очень похож на телефон 122. Да. И если человеку необходимо записаться к врачу, вызвать врача на дом или получить консультацию по коронавирусу инфекции, лучше всего, мы обращаем на это внимание, звонить по номеру 122. Он специально для этого предназначен. Да, все верно. Это называется единая горячая линия по вопросам коронавируса, запись к врачу и вызов врача на дом. Номера действительно похожи, 112 и 122, но стоит разграничивать вопросы, по которым можно звонить. То есть 112 это, давайте вернемся к слайду. Да. Это единый номер вызова экстренных оперативных служб. Значит, по нему надо обращаться, когда вам необходима пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, аварийная служба газа и служба антитеррор. Служба антитеррор. То есть пожарная охрана, полиция, скорая помощь, аварийная газовая служба и антитеррор. А 112? А 122, когда надо записаться к врачу, вызвать врача на дом
и получить консультацию по коронавирусной инфекции. Всё. Там специализированный номер телефона 122. И вам, значит, ответят на все вопросы и помогут. Тоже. Да, то есть еще раз Почему? подчеркиваем, Да. да, что, Да. что важно именно разграничивать эти номера. Почему? Рафис Почему? Геннадьевич? Потому что вот 122 в настоящее время, к сожалению, именно количество обращений выросло. Так. Ну, мы отмечали в связи вот с ростом сезонных заболеваний, распространением коронавирусной инфекции. Да. И поэтому и бывает, что она перегружена. Перегружен. Перегружена, да. Так. И, например, а людям, которым нужна экстренная оперативная помощь, не всегда может своевременно дозвониться до нее. Поэтому мы и вот говорим, призываем, чтобы количество ложных звонков и не совсем по адресу у нас было меньше, чтобы мы могли оказать своевременную экстренную помощь, поэтому не загружать линию 112, а звонить туда по экстренным случаям. А во всех остальных уже вот так вот. Да. Спасибо вам, Рафис Геннатович, за полезную информацию. Действительно важно очень понимать, куда и по каким номерам мы звоним, 112 и 122. Спасибо вам большое, что пришли. Дорогие друзья, запоминайте, спасибо вам, да. запоминайте номера Спасибо. 112 – это экстренные службы, 122 – это вопросы по коронавирусу. Большое спасибо вам за внимание, хорошего вам дня, продуктивной пятницы.